более 100 миллионов россиян имеют кредиты, а половина из них выплачивает больше одного. Как выйти из этой статистики? Сегодня я вам расскажу 3 способа уменьшить кредитную нагрузку. Первый шаг. Проанализируйте, сколько у вас уходит ежемесячно на оплату кредита. Платежи должны составлять не более 30% от семейного бюджета. Я расскажу вам о 2 способах снизить кредитную нагрузку. Тактика лавина и тактика снежный ком. Итак, тактика лавина. Вы выбираете тот кредит, по которому ставка является наиболее высокой. И в первую очередь стараетесь погасить именно этот кредит. То есть помимо ежемесячных платежей вы докидываете именно на этот кредит дополнительную сумму. Таким образом, вы раньше закроете тот кредит, по которому идет наибольшая переплата в связи с высокой процентной ставкой. Снежный ком. В первую очередь вы погашаете тот кредит, по которому наименьший основной долг. Психологически это комфортнее. И вообще хорошая финансовая привычка – это частично-досрочно погашать свои кредиты. Ипотечный кредит не стоит рассматривать наравне с потребительскими кредитами, потому что ипотечный кредит считается хорошим. После его выплаты у вас остается актив, недвижимость. Но в любом случае лучше гасить частично-досрочно любые кредиты, в том числе и ипотечные. Интересный момент. Если вы будете вносить 5000 дополнительно к ежемесячному платежу, вы сэкономите гораздо больше, чем если будете вносить ежеквартально по 30 000 рублей. Потому что вы сэкономите на процентах. Следующий способ – это рефинансирование кредита. Вы можете объединить несколько кредитов в один с более комфортной процентной ставкой и более комфортным кредитным платежом. Так вы будете выплачивать не 3 раза в месяц, а 1 раз в месяц одним платежом. При сложной жизненной ситуации, когда вы больше не можете выплачивать кредиты как прежде, следуйте простым правилам. Сообщите в банк, попросите о реструктуризации, то есть об изменении графика платежей. Проверьте условия страхования, возможно, ваш случай страховой. Обратитесь к юристам по защите прав потребителей. Если у вас возникли сложности с выплатой ипотечного кредита, жилье является единственным, сумма кредита не превышает 15 миллионов, в банке вам могут предложить несколько вариантов. Это погашение процентов, разбивка, полная отсрочка или продление вашего кредита. Крайний и нежелательный способ решения кредитного вопроса – банкротство физических лиц. При проведении банкротства физических лиц проводятся следующие процедуры. Если должник решит свою проблему в течение этого срока, процедура завершается. А если он не сможет погасить свои долги, признается банкротом и производится реализация его имущества. При реализации имущества составляется опись имущества, подлежащего продаже. Вся выручка направляется на погашение долгов. Гражданину, признанному банкротом, применяются следующие ограничения. В течение 5 лет гражданин обязан сообщать о том, что является банкротом, и в течение 3 лет ему запрещается руководить юридическим лицом. Длительная просрочка по кредиту может привести к тому, что банк передаст ваш долг коллекторскому бюро. Помните, что коллекторы не могут вам звонить больше 2 раз в неделю и не должны вас беспокоить в будние дни с 10 вечера до 8 утра и в выходные дни с 8 вечера и до 9 утра. Вам могут позвонить коллекторы по чужому кредиту. В этом случае лучше взять справку в банке об отсутствии кредита и предоставить ее коллекторам. Тогда вас оставят в покое. Некоторые коллекторы могут сознательно лгать и говорить, что имеют право войти в жилище и забрать имущество в счет долга. Это неправомерно. В таких случаях вы можете обратиться в Центробанк и в полицию. Чтобы решить проблему с коллекторами, записывайте разговоры на аудио. При этом вам нужно их предупредить о записи разговора. Обратитесь к адвокатам, юристам. Эти 3 способа помогут вам снизить кредитную нагрузку. И помните, не иметь кредитов – это первый шаг к вашей финансовой независимости.